Хәерле кис, хөрмәтле телевизор караучылар. Һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир Южного Урала» в программе «Уралым». Последние новости из жизни наших современников, историю, быт и культуру нашего народа вы увидите в ближайшие минуты. Первые в рядах национального движения. Очень была тесная связь с Уфой. Жизнь была очень интересной. В гостях у башкирской детской студии «Афарин». Афарин – это радость! Афарин – это мы! В Челябинске прошла башкирская дискотека. В этом году башкирское спутниковое телевидение отмечает свое 15-летие. Канал помогает нам вернуть народную память, сохранить и возродить самобытную культуру нашего народа. Медиахолдинг телерадиокомпании «Башкортостан» включает в себя 6 медиаресурсов. Главный республиканский телеканал БСТ, музыкальный телеканал «Курай», детский телеканал «Тамыр», радиостанция «Юлдаш», «Спутник ФМ», «Ашкадар». Безусловно, башкирское спутниковое телевидение большое место уделяет и жизни башкир, проживающими за пределами Республики Башкортостан. И, безусловно, это один из основных моментов наших дружественных отношений на межрегиональном уровне между руководителями. И то есть освещение всех мероприятий происходит на очень высоком уровне, и поэтому мне бы хотелось от души пожелать коллективу башкирского спутникового телевидения счастья, здоровья. На самом деле БСТ в жизни башкир значит, наверное, очень много. И хотелось бы вот поздравить, пусть с небольшим, но все-таки юбилеем. Надеюсь, что этот юбилей первый в такой череде дальнейших мероприятий. И для нас, для башкир Челябинской области, конечно же, это большая радость, что в Челябинской области канал БСТ принимается. Началась эта история еще в 2007 году, когда Марсель Юсупов, председатель Курултая Челябинской области, провел переговоры с правительством Республики Башкортостан, с телеканалом. И вот тогда появились первые вышки в Кунашакском, в Аргаяшском районе. Самое главное, что башкиры Челябинской области не просто смотрели новости из Башкортостана, а что в этих передачах на канале БСТ показывала жизнь башкир наших челябинских, и все видели себя в телевизоре и с удовольствием потом участвовали в наших мероприятиях. С 2010 года БСТ присутствует в пакете «Триколор Сибирь», а с 2014 года в пакетах «Контент ТВ», «Телекарта» и в основном пакете «Триколор». БСТ также доступна в телевизорах нового поколения Smart TV. Тарихи вакыйгалар аркасында ситтә торып калдык без республиканан. Шуңа менә башкортлыкты, сак башкортлыкты хагынып яшәй торгайнык. БСТ безнең ердә күргәдәй баштагас без бит шат булдык. Телевидениянең көсе зур, озак күренмәгән тугандар һәм очрашу булды. Мәдәният, сәясәт, тарих программаларын һәм башкорт телендәге фильмнарны бик яратып карыйбыз. БСТ безнең Силәбе башкортларны исенә төшерде, нинди бөек халык икәнен. С сентября 2016 года в Челябинске открылся корпункт башкирского спутникового телевидения на базе редакции «Уралым», которая 2 года назад начала выпускать газету о башкирах области. Помимо подготовки телепередачи на канале ОТВ под одноименным названием, южноуральские корреспонденты изготавливают сюжеты значимых мероприятий Челябинской области к главному телеканалу республики. 25 лет тому назад на территории Челябинской области возникла первая башкирская национальная организация «Башкирский народный центр». Как все началось, какие цели и задачи ставила перед собой национальная организация, об этом подробнее мы узнаем в нашем следующем сюжете. Башкирское национальное движение в Челябинской области зарождалось еще в далеком 1988 году. В январе 1991 года активисты съезда башкир сумели создать народный центр, основной целью которого было развитие и сохранение самобытной культуры и языка коренного народа Урала. В городе Челябинске состоялся круглый стол, куда были приглашены политологи, общественные деятели, руководители национальных коллективов из дворцов, представители власти, и где обсуждался вопрос о создании национальных культурных центров.
Башкирский народный центр по праву является одним из первых национально-культурных центров России. Активистам приходилось буквально начинать все с нуля. Составление устава организации, регистрация, отчеты – далеко не полный перечень дел, с которыми приходилось сталкиваться новоиспеченным членам национального центра. Однако сложности не останавливали южноуральских башкир. Ими двигало чувство патриотизма и любви к своему народу. Связь была с Башкирией тесная, проводились много крупных мероприятий. У нас в гостях писатели, поэты, Мустай Карим, юбилеи наших земляков, Катибукин Неблатовой. Очень была тесная связь с Уфой. Жизнь была очень интересной. Много было активистов поощрены. И вот одну из новых улиц назвали именем Салавата Юлаева. Уфимцы в то время имели только переулок или тупик Салавата Юлаева. И с удивлением и были рады тому, что Челябинск вот показал пример. Ансамбль башкирского танца и музыки «Айгуль», который объездил гастролями всю область и до сих пор остается одним из сильных коллективов Южного Урала. Аргаяшский народный театр, башкирская газета «Уралым» – все эти проекты появились при содействии Башкирского народного центра и до сих пор продолжают выполнять свою первоначальную функцию. В это же время началось движение Курултай. И здесь Башкирский народный центр стал как бы основой, и попутно создался Курултай Башкир, и Башкирский народный центр, он до сих пор продолжает работать. Первым председателем Башкирского народного центра стал краевед Урал Сафиуллин. Затем на смену пришел профессор, доктор медицинских наук Зиннат Бикбулатов. Третьим руководителем избран педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ралиф Каримов. В данное время центр возглавляет Венера Акмухаметова. В честь юбилея Башкирского народного центра в Челябинске 9 декабря в 17:00 состоится торжественный вечер. Организаторы приглашают южноуральцев и гостей города посетить праздник. Учителя с давних времен имеют огромное влияние на воспитание подрастающего поколения. Можно сказать, что на них возложена миссия формирования здорового и духовно богатого общества. Одним из таких педагогов является Майтап Валитова, педагог средней общеобразовательной школы номер 94. Она еще известна как талантливый режиссер народных праздников, директор детской национальной студии «Афарин». Вообще сама из маленькой деревни, деревня Каингуль, Кунашакский район. Вот. И получилось так, что в нашей деревне всего лишь было 3 класса. Мы учились до 10 класса, жили в интернате, и настолько было скучно. Не было никаких кружков, никаких занятий. И вот уже тогда, в далеком детстве, у меня было такое мощное желание. Мне хотелось самой научиться чему-то, а потом учить других. Хочется сегодня тоже, чтобы наши дети, они знали свою культуру, чтобы они могли говорить на своем языке, петь на своем языке, играть в спектаклях на своем языке. А в национальной студии дети обучаются танцам, ораторскому мастерству. Хореограф Земфира Хайруллина уверена, что башкирские танцы выражают философию, мировоззрение и характер народа. Если какая-то даже самая современная хореография, она временная, она, знаете, она душевность не затрагивает. Вот. А тут, знаете, такой воспитательный процесс. Допустим, вот какой-то танец учим, я естественно им говорю, почему это так, почему это движение, от чего? Вот потому что у нас природа такая, и потому что люди жили вот так вот. Родители с большим удовольствием приводят своих детей в студию. Они уверены, что благодаря центру малыши получат необходимые навыки в области творчества и духовный рост, национальное самосознание которого так не хватает в нашем современном обществе. Потому что здесь руководители этой студии прививают любовь к родному языку, прежде всего, к истории нашего народа. Это очень важно. Очень чуткое детям отношения, внимательные такие преподаватели. Всегда спрашивают, а как там Марина Набиевна, как там Земфира Авзаловна? Она, наверное, меня потеряла, если мы пропустили. 4 лет я хожу сюда. Поем, танцуем и занимаемся актерским мастерством. Я научилась не скованно вести себя на сцене, правильно говорить, не стесняться. Нужно быть уверенней, голову выше поднимать. Безусловно, все дети, которые занимаются в студии, не станут актерами или танцорами, но здесь они приобретут уверенность, наполнятся народным духом и найдут настоящих друзей.
Фестиваль национальных традиций презентовали в тракторозаводском районе. Народы, живущие многие века в соседстве, познакомили гостей своей культурой и бытом. На фестивале национальной кухни народов Южного Урала башкиры области поделились рецептом приготовления национального продукта катык. Катык – кисломолочный продукт, благодаря уникальной закваске, содержащей в своем составе молочно-кислые стрептококки и болгарскую палочку, обладает очень высокой питательной ценностью. Фестиваль национальной кухни проводится в Челябинске в рамках мероприятий ко Дню народного единства. Организаторы уверены, что еда отражает культуру народа в полном объеме. Каждый участник представил частичку культуры своего народа, где человек мог соприкоснуться к традиции другого народа, да, дегустировали блюда, обменивались рецептами. И вот в такой дружественной обстановке мы провели этот фестиваль. Для приготовления национального продукта катык вам понадобится молоко 1 литр, сметана 1-2 столовые ложки. Приятного аппетита! Ашыгып тәмле булсын! Лучшая вечеринка Южного Урала Башкортпати прошла с большим размахом. Организаторы каждый год дополняют программу мероприятия новыми песнями и розыгрышами. Отдохнуть в атмосфере башкирского колорита собрались около 1000 южноуральцев. Зажигательные песни подарили гостям артисты из области и Башкортостана. Мероприятие вел бессменный ведущий Ингвир Хисамиддинов. Шоумен попытался выяснить у молодежи, чем привлекает их национальная дискотека. Очень круто, всегда ходим, много друзей каждый раз встречаем и, конечно, артистов. Классная возможность увидеть. Это очень теплая атмосфера, дружеская атмосфера. Вот. Тебя всегда тут поддерживают соотечественники, поэтому очень рада, что здесь выступаю. Спасибо организаторам. Наша программа подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Хау булыгыт, киләһе осрашканга тиклем. Diggy-dow, diggy-dow, ho, diggy-dow, diggy-dow, ho, diggy-dow, diggy-dow, hey!